Уважаемые коллеги, добрый день. Благодарю вас за представленную возможность выступить на конференции, посвященной 800-летию Александра Невского. Тема действительно и важная, и вместе с тем идеологически злободневная. Прежде чем рассматривать проблему творчества Александра Невского в истории, приведу три высказывания из Святого Писания. Во-первых, есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Не отказывайся от своих отцов, ибо тот, кто отказался от своего отца, пал в неверие. Сын да продолжит дело отца, а то ни почета ему, ни привета. То есть тот род, который продолжает добрые отцов и прекращает их плохое, он выживет. А тот род, который не продолжает доброе дело отцов, а продолжает злое дело отцов, этот род вымрет. Прежде чем идти дальше, приведу два высказывания Александра Невского перед Шведской битвой и перед Невской битвой. В первом случае Александр Невский говорит о том, что сила не в оружии, а в правде. Естественно, он имеет в виду правду и истину Христа. И, во-вторых, он обращается к Господу с просьбой помочь ему в победе в сражении, отмечая, что война идет на территории России. То есть речь идет о типе войн, который ведет Россия в истории вообще, и о типе войн, который вел Александр Невский. Он не проиграл ни одного сражения, но он всегда вел войны национально-освободительные за свободу и самостоятельность российско-русского будущего народа и российского государства. И никогда не вел захватнических войн. Вот это предварительное замечание. Теперь, что касается точки зрения на Александра Невского и его творчества. Ведь должен сказать, что в истории России, к сожалению, мы 20 раз меняли свои точки зрения на те или иные события. Так нельзя поступать. Народ должен быть верен исторической истине и следовать высокой оценке своих отцов, потому что, судя по той мощному государству, что мы имеем, все-таки 3/4 деятельности наших отцов было конструктивно, а не разрушительно. И сохраняется в наше время для нас с вами. Первая точка зрения положительная, это официальная точка зрения Русской Православной Церкви, русского государства и русского народа. И состоит в том, что Александр Невский был защитником русского народа, русского государства. Он отстоял самостоятельность русского государства и предотвратил полный разгром русских княжеств со стороны татаро-монгол. Был защитником Русской Православной Церкви и исключил возможность восторжествования на территории России католичества. Вторая точка зрения евразийская. Согласно Льву Гумилеву, Александр Невский встал перед выбором: или ориентироваться на восток, в том числе и татаро-монгол, или ориентироваться на запад, на католический Рим. И действительно, Папа Римский обращается к нему с предложением принять католичество, обещая в ответ на это помощь со стороны немецких, шведских, ливонских орденов в борьбе с татаро-монголами. Но Александр Невский знал, какова была эта помощь в отношении славянства Пруссии и угрофин Прибалтики. И стояла она в том, что Запад, с которым мы не комплементарны, немцы, шведы, норвежцы, физически истребляли славян, физически истребляли угрофин, то есть карел, вепсов, води, ижор, мокшу, эрзи и так далее. Запад стремился уничтожить нашу культуру, уничтожить русскую православную церковь. А татаро-монголы нет. Они сохраняли культуру, сохраняли русскую православную церковь, сохраняли форму самоорганизации. Поэтому Невский не колебался в своем выборе, да он и не мог колебаться, поскольку был православным великим князем. Он выбрал сотрудничество с монголами с целью использования их вооруженных сил для борьбы с Западом. То есть, если забегая вперед, то я могу сказать, что он был, как Иаков, хитрый князь. Умный, хитрый, волевой, решительный, смелый, и использовал хитрость в борьбе с монголами и Западом. То есть он был и военачальник, и дипломат. Третья точка зрения, либеральная, отрицательная, она исходит из того, что Александр Невский просто был мелким князем, который стремился к великокняжескому престолу, жаждал личной власти, ради этого приглашал монгол на Русь, использовал вооруженные силы для борьбы междуусобной со своими
братьями, использовал монгольские силы для подавления антимонгольских восстаний, антифеодальных восстаний, восстаний этнических со стороны угрофин и так далее. Но, подчеркиваю, это как раз не своя точка зрения, а точка зрения Фельднера и других западных историков, которые развивают ее с целью как раз опозорить и очернить великих государственных деятелей в истории России. Замечательным исследованием является исследование Шенка о творчестве Александра Невского. Он выделяет в его работе следующие 5 образов. Это новгородский образ, новгородский князь. Это национальный образ этноса определенного. Это московский образ. Это общерусский и международный образ. И имперский образ. Теперь перейду к характеристике того, что, собственно говоря, сделал Невский. Но предварительно нужно ввести критерии оценивания великих личностей. Как оценивать вот нас с вами и как оценивать таких великих людей, как Невский, Грозный, Петр, Ленин, Сталин и так далее. И Аристотель как-то заметил, что все великие люди, они обладают огромными достоинствами, но и огромными недостатками. Критерием оценивания является влияние на миллионов людей и на последующую историю, внешность человека, его прошлая жизнь, его способность к развитию и изменению в относительных обстоятельствах, в которых он творит, его дети, его дела, но только в связи с соответствием к этим делам намерений. Напоминаю вам, что в истории по Христу оцениваются не дела, оцениваются намерения, которые имеет человек. Поэтому Христос и сказал: горы разрушатся, города разрушатся, а слова мои, они жили, живут и будут жить. То есть реальные намерения – это циклы борьбы с необходимостями их преодоления и то, насколько тот или иной человек способствовал формам жизни. Что такое добро? Все, что способствует жизни. Что такое зло? Все, что способствует смерти. Вот и еще об оценивании скажу вам так. Оценивать нужно людей не потому, что они сделали плохо. Ну, допустим, Невский резал носы и подавлял национально-освободительные движения, а потому, что они сделали хорошо в истории, и что сохраняется и живет в дальнейшем. Каждый из вас много чего сделал плохого, и, может быть, мало сделал хорошего, но если это малое хорошее сохраняется, это есть намерение, то именно оценивать нужно не по тем килограммам плохого, что мы сделали, а по тем миллиграммам доброго, что мы сделали в истории. С этой точки зрения нужно подходить к творчеству Александра Невского. Теперь какова та среда, в которой работал и жил Александр Невский? Мы живем с вами в великом государстве, которое живет и работает в условиях фактически непрерывных войн. С 1054 года по 1461 год 245 войн. С 1240 по 1461 год каждый год война. С 1380 по 1917 год 537 лет, 334 года войны с 2-8 противниками. Мы никогда не воевали с одним противником, но всегда с множеством противников. Россия вынуждена была содержать 200-тысячную армию. В армии у нас было 4% населения, 8% взрослых людей и 24% мужчин, 8% взрослого населения и 25% населения в целом. Монголы у нас вывезли порядка 15 миллионов рабов, турки 5 миллионов рабов. Мы с вами выдержали 700-летнюю польскую интервенцию, 140-летнюю с 1551 по 1700 год польско-литовско-ливонскую интервенцию, с 1475 по 1912 300-летнюю турецкую интервенцию. Естественно, что наше государство в своей истории было всегда военным государством. Вот и Александр Невский работал и жил в условиях создаваемого им военного государства, потому что другое государство в тех условиях выжить не могло. И каждый год, и каждые месяцы он вел войны, войны и войны. И это нельзя забывать, когда мы оцениваем как творчество Невского, так и творчество Грозного, Петра, Ленина или Сталина. В истории России всегда основными были не внутренние факторы, а внешние факторы. И деятельность наших государственных руководителей в большей степени была реактивной, а не проактивной. Проактивными, пожалуй, были только Петр, Ленин со Сталиным, да Леонид Ильич
Брежнев в своей истории. Теперь, что сделал Александр Невский? Вот для этого я выделяю мессианскую роль, миссию, целевую функцию, судьбу и предназначение великих людей в истории. Мессианская роль Александра Невского состояла в том, что он прекратил разгром российских княжеств и будущего русского народа со стороны татаро-монгол. В противном случае мы были бы просто уничтожены. В то время, в период раздробленности, мы ничего не могли противопоставить 300-тысячной армии Батухана. Нужно было найти мир. И этот мир Александр Невский ценой определенных жертв нашел. В этом состояла его мессианская роль. Миссия. Это проблема природы русского народа. В 1240-1480 годах начался процесс демогенеза и процесс этногенеза, перемешивание этносов с одной стороны, а с другой стороны Невским создается государственная форма, которая включает механизмы этногенеза и становления будущего русского культурно-исторического типа. Невский был это ведь общерусским князем, и вместе с тем был он новгородским князем. Здесь проблема в том, каков был этнический состав Новгородской Руси. Это были не только славяне. Если мы обратимся к повести «Временных лет» 862 году, то там написано, что Рюриковичи приглашают Кривичи, Словении, Чуть и Меря. А кто такие Чуть и Меря? Чуть и Меря – это карелы, вепсы, Водь, Ижора, алтайцы, Мокша и Эрзия. То есть формируется русский культурно-исторический тип в составе тюрок, это вот как раз татары и монголы, угрофины, ираналаны, евразийцы и славяне русские. Вот это та форма этнического русского народа будущего, основу которого закладывает в своей деятельности Александр Невский. А форма государства, которую он формирует, естественно, поскольку Рюриковичи приглашают Мокша, вернее, приглашают Кривичи, Словения, Чуть и Меря, то и государство сразу возникает и как славянское, и как угрофинское. Теперь, что касается целевой функции Александра Невского. Перед ним стояла задача прекратить разгром со стороны монгол и исключить возможность формирования в Евразии шведской, немецкой и литовской империи. И разгромив шведов и разгромив немцев, Александр Невский реализовал возможный вариант будущей Российской империи и исключил становление в свое время, то есть в XIII веке, становление шведской, литовской, польской империи именно вот в Евразии. Теоретики отрицательной концепции утверждают, что его битвы со шведами и немцами особого исторического значения не имели. Они глубоко заблуждаются. Суть дела в том, что в условиях начавшегося процесса этногенеза и демогенеза даже маленькие сражения могли прекратить становление, во-первых, русского народа, а во-вторых, становление русского государства. Поэтому, наоборот, они были исключительно опасны. Такой характер как раз носили битвы вот в 1240-1262 при Петре I и в 1917. И я думаю, что и сейчас вот наша с вами борьба с Западом и Востоком, она тоже носит точно такой же бытийственный характер. Как при Невском решалась проблема быть или не быть русскому народу и русскому государству, как при Петре решалась задача быть или не быть, проблема быть или не быть русскому государству и русскому народу, так и сейчас решается задача быть или не быть русскому народу и русскому государству в истории. Что такое судьба Александра Невского? Судьба его стояла в том, что он создал государственную систему, в рамках которой начался процесс, во-первых, консолидации экономических сил, во-вторых, консолидации демографических сил, то есть народонаселение перестало прекращаться, консолидация государственно-политических сил и консолидация военных сил. Именно с этого момента, с введения, между прочим, налогообложения со стороны монгол, начинается концентрация экономических ресурсов, которые были необходимы для последующей борьбы и с татаро-монголами, и с нашествием со стороны Запада и со стороны Востока, потому что все эти процессы, к сожалению, продолжатся. Вот это судьба Александра Невского, ну и предназначение. Обычно проходит мимо предназначения Александра Невского, а предназначение состояло в том, что он осуществил синтез различных форм права и различных форм государственности. Но существовали эти формы права и государственности только при нем.
реакционной концепции утверждает, что Невский стремился к самодержавию и так далее. Нет, он синтезирует золотоордынскую модель права. Это право, которое делает независимым государство от народа, византийскую модель права, связанную с единством законодательной, исполнительной, судебной вали, европейское право, когда заключают договора, право вооруженных конфликтов, право войны и право Новгорода и право Пскова, то есть демократическое право. Сам же подход его к праву, он и до сих пор не реализуется. То есть мы обычно издаем законы сверху, то есть центральное законодательное собрание издает законы. А подход Невского был прямо противоположный. К совместимости и выводимости исследований приводят формы права земель, то есть княжеств. Вот его был подход к праву. Завещание Александра Невского нам. Первое. Он включил механизмы становления русского культурно-исторического типа в составе тюрок, ирано-алан, угрофин, евразийцев и славян великорусских. И мы должны сохранить этот состав, то есть сохранить все этносы и все языки, которые принадлежат к великому русскому народу. Второе. Форма государственности и право, о котором я вам уже сказал, оно сочетает мотив централизма и мотив демократичности, прав личности, но право не сверху, а право как совместимость видов права в землях. Если говорить современным языком, это право экономических районов. Это 13 экономических районов. Центр, агропромышленный центр, север, север-запад, Северный Кавказ, Волга-Вятка, Поволжье, Урал, Восточная Сибирь, Западная Сибирь, Дальний Восток, Калининградский анклав и Крым. И третий его урок – это справедливость. Общая естественная справедливость и этническая справедливость в отношении этносов, жизнь которых, в том числе чуде и мере, сохранил как раз в истории русского государства Невский. И заканчиваю, приведу два высказывания. «Отцы наши грешили, их уж нет, а мы несем наказание за грехи их». И второе. Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите, где путь лучший, встаньте на него и идите по нему, и вы найдете покой вашим душам». Но они сказали: «Не пойдем». Но они сказали: «Не будем слушать». Вот, налагаю пред народом всем преткновение, и споткнутся о них отец и сын вместе, сосед и друг его, и погибнут. Что такое истина в истории? К сожалению, истина в истории – это то, мимо чего история прошла. История, к сожалению, прошла мимо той формы государственности, той формы справедливости, которую обосновал великий князь, первый общерусский князь Александр Невский. Но я уверен, что раньше или позже, но традиция Александра Невского в России воскреснет и продолжится. Благодарю вас за внимание.